меня видно. Так, все начинаем, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня открываем наше последнее заседание Республиканского методического объединения учителей РКС и ОДН-КНР. Заседание наше сегодня итоговое, но тема у него очень важная. Повышение эффективности работы учителей. Повышение эффективности работы Республиканского методического объединения учителей РКС и ОДН-КНР. У нас с вами на повестке значительное количество вопросов, и мы постараемся их уложиться во времени и осветить кратко, но емко. Итак, повестка заседания перед вами. Посмотрите, у нас 7 вопросов. По традиции, рубрика «Наша отечественная традиция». Первый вопрос. Второй вопрос – это опыт, продолжаем изучать муниципальный опыт работы по реализации ОДН-КНР и РКС. Ухта у нас сегодня будет представлена. Обратимся также мы к вопросам, связанным с методическим мастерством педагога, и рассмотрим методическую проблему использования диалоговой технологии на уроках РКС. Я представлю вам отчет о работе Республиканского методического объединения за прошедший учебный год. Также я прошу выступить педагогов, которые были участниками РМО, высказать свое мнение о работе РМО, внести предложения. И далее еще один вопрос, очень важный вопрос, об итогах выбора модуля РКС в новом учебном году, и заканчиваем мы наше методическое объединение награждениями. Вот такая у нас достаточно большая повестка дня. Итак, первый вопрос. То есть, простите, не первый вопрос, а небольшая прелюдия. У нас с вами тема повышения эффективности работы Республиканского методического объединения. Понятно, что в этой теме главное слово «эффективность». Различных причин повышения эффективности и путей повышения эффективности работы, их очень много. Но вот я остановилась на тех, на мой взгляд, которые особенно характерны для учителя РКС, потому что определенный опыт работы у нас уже есть. Это уровень теоретической подготовки, знание содержания предметных областей, это уровень методической подготовки, использование деятельностного подхода, это знание и исполнение нормативных документов, это личность самого учителя, его нравственная и гражданская позиция, и качество организации учебного процесса в образовательной организации. Сюда входит организация пропедевтики, использование преемственности организации, интеграции данного предмета с другими предметами и с внеурочной деятельностью, а также техническое обеспечение. Наличие технических средств у учителя тоже имеет большое значение. Итак, все это вытекает в непрерывное повышение квалификации. Вот если у нас не будет непрерывного повышения квалификации, то и эффективность у нас будет, конечно, значительно ниже. Непрерывное повышение квалификации – это курсы, которые проходят учителя раз в 3 года, и это, конечно, работа методических объединений. Методические объединения – это РМО, это методическое муниципальное методическое объединение и школьные методические объединения. И мне хотелось бы сказать о том, что вертикаль РМО, ММО и ШМО, она у нас еще не выстроилась. И это составляет самую большую сложность в нашей работе. Но она выстраивается. Примером такой может быть работа муниципального методического объединения Прилузского района, опыт который мы вам сегодня тоже представим, и этот опыт будет направлен вам в рассылках, которые мы постоянно делаем. В сентябре Совет Республиканского методического объединения ждет от вас также небольшой аналитический отчет и план работы на новый учебный год. Вообще, я очень прошу председателей муниципальных методических объединений
Пожалуйста, самый минимум наших просьб, которые, вот то, что мы просим от вас, будьте добры, пожалуйста, выполняйте, потому что получается так, мы просим, обращаясь к 20 методическим объединениям на местах, а у нас посылают 1-2, что-то нам приходит в ответ. Вообще, это, конечно, система, она не хороша пока. Могу еще такой привести пример. Вот на прошлом республиканском методическом объединении у нас было такое предложение внести от каждого района в фонд методическую копилку 1-2 хотя бы конспекта хороших. Прислал только один Устинск. Благодарю, дружба Светлана Станиславовна. Вот единственный человек, который послал 3 конспекта. Мы выбрали лучший и помещаем его на сайт. На рассылке тоже очень прошу отвечать хотя бы одним словом «получили», потому что непонятно, получили наши рассылки или нет. Также особенно хочется еще сказать о курсах повышения квалификации. На мой взгляд, уровень участия учителей в курсовой деятельности на сегодня снизился. И почему снизился? Потому что разрешение проходить курсы дистанционно, оно отрицательным образом сказалось на качестве знаний самого учителя. Почему? Потому что учитель, который первый раз берется вести предмет ОРКСЭ, он должен пройти не дистанционно, а обязательно курсы в полном объеме, очно эти курсы должен пройти. Впервые это очень серьезная подготовка, а учителя не имеется знаний. Итак, наша задача на будущий учебный год – это создание вертикали по реализации непрерывного повышения квалификации. И участие муниципальных методических служб, оно является здесь самым центральным. Я вот даже выделила его в красном, видите, вот выделено. Это самое главное. Очень прошу вас принять активное участие. По третьему пункту, по второму пункту мы сегодня рассмотрим вопрос о методической, я уже говорила, методической подготовке вопрос. Так, а вот по третьему пункту знание и исполнение нормативных документов мне хотелось бы пригласить сюда Татьяну Сергеевну. Татьяна Сергеевна, пожалуйста, вот по письму. Будьте добры, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Нами получено письмо, инструктивно-методическое письмо, которое подготовлено специалистами Управления по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И мы хотели бы довести до вас основные моменты этого письма. Сам текст письма будет направлен вместе с остальными материалами по данному заседанию, поэтому вы с ними можете ознакомиться более предметно. Что хотелось бы подчеркнуть, это письмо называется оно об организации изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Ни для кого не секрет, всем известно, есть такая предметная область, и она обязательна для изучения на уровне основного общего образования. Что необходимо знать, что подчеркивает наше управление по контролю и надзору. Данная предметная область является одной из обязательных предметных областей учебного плана основного общего образования. Далее. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных образовательных программ. Далее, принятие решения о реализации предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России через урочную или внеурочную деятельность, а также решение о включении учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в учебные предметы других предметных областей, относятся к компетенции конкретной образовательной организации. То есть каждая школа самостоятельно решает, в каком варианте будут представлены данные предметные области. Далее следует помнить о правах родителей, законных представителей, обучающихся на выбор курсов, дисциплин и модулей из перечня, предлагаемого образовательной в часть, формируемой участниками образовательных отношений.
Также вы это знаете. Далее. Для получения, для выставления учащемуся в аттестат отметки о прохождении данной дисциплины необходимо обеспечить, то есть минимальный объем изучения данной предметной области должен составить не менее 64 часов за 2 учебных года. Далее. Привлечение к преподавательской деятельности представителей религиозных конфессий допускается только лишь в том случае, когда вышеуказанные представители являются педагогическими работниками школы. И обращаем ваше внимание на то, что вопросы формирования учебного плана подлежат проверке в рамках государственного контроля надзора в сфере образования. И должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. И то, что касается изучения предметной области и ее обязательности, обязательности этого изучения. Я думаю, что более подробно с письмом вы ознакомитесь, и соответствующие выводы и решения будут вами приняты. Мы рассылку его положим. Так, итак, мы переходим к тему эффективность работы учителя. Мы будем продолжать в процессе нашего заседания РМО. А сейчас мы приступаем к первому вопросу и передаем слово отцу Максиму Стырову, кандидату технических наук. Тема сегодняшней нашей беседы – от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Пожалуйста. Здравствуйте, мир вам, дорогие учителя, педагоги. Тема, о которой мы сегодня говорим, она, конечно, касается каждого человека, и очень важно правильно освещать в рамках уроков православной культуры, потому что слову уделяется огромное внимание во всякой духовной традиции, и в том числе, конечно, и в христианстве, в православной культуре. Начинаю я обычно свое выступление, урок, лекцию с того, что заставляю задуматься человека о том, чем вообще отличается человек от окружающего мира, в том числе от животных. Говорят, что по генам мы на большую часть, на 90-98% совпадаем, причем в большей степени со свиньей. Вот это животное, которое близко к нам по генам. Но вот слово – это как раз та часть образа Божьего в человеке, которая отделяет его от окружающего мира и делает его связанным с миром духовным. Для чего же нужно слово? Вот мы строим обычный урок в интерактивном режиме, то есть в диалоге с аудиторией. Я ставлю такой вопрос: зачем Бог дал человеку этот дар слова, с какой целью? И вот сейчас мы сегодня с вами также в рамках этой беседы рассмотрим по порядку для чего. Этих пунктов примерно около 10 функций, около 10 назначений, для чего нам нужно слово. Не найдут вашего этого. Тут есть презентация, которую можно будет использовать на уроках. Не все вопросы, которые я говорю, будут не освещены, частично ее можно использовать. Первое, конечно, это передача знаний. Люди, общаясь друг с другом, сообщают различные сведения. Все науки носят в названии своего слова приставку логия, то есть связанную со словом. Мы знаем, что есть неписьменные народы, которые не обладают письменной культурой, и, соответственно, их историческая память ограничивается несколькими веками. Таким народом был в том числе и народ Коми-края около 7 веков назад. Таким народом когда-то были все славянские народы. Кстати, слово «славяне» имеет в своей сборной связь с понятием слова. И тут сразу можно вспомнить о важности заповеди «не То есть передача сведений, особенно таких житейского характера, она должна быть обязательно правдивой, точной, соответствующей действительности. Второе направление – это творчество. Творчество словом мы творим окружающую действительность, словом мы творим духовную действительность, словом мы творим и лекцию, выступление, словом мы творим урок, словом мы создаем красоту. Мы восхищаемся красоте, например, стихотворения или романа, поэмы.
Писатели пишут книги, создавая определенные образы. Третье направление – это мышление. Человек думает через слово. Вот способность к абстрактному мышлению, она очень тесно связана со способностью речи. Не зря мы так заботимся, чтобы у детей вовремя появлялась речь, потому что качество мышления, упорядоченность мышления, она тесно связана с упорядоченностью языка. И в этом смысле можно душу сравнить с телом, так же как тело нуждается в пище, и без пищи оно умирает, также и душа нуждается в слове. Слово дает пищу для души, дает сведения, дает духовную пищу. И так же как здоровье тела во многом зависит от качества, от состава пищи, также и состояние души зависит от качества, состояния той пищи, то есть словесной пищи, которой мы ее питаем. Вот. На беседах при подготовке к таинству крещения мы даем всем совет, основываясь на словах Спасителя: «Идите, научите все народы». Даем совет каждый день хотя бы по капельке читать духовную литературу. Слово Божие, которые святых отцов, жития святых, которые позволяют понемножку наполнять душу именно духовным богатством. Следующий блок – это очень большая функция, которую мы выполняем словом, это общение. Это те отношения, которые мы строим. Человек призван к любви, к хорошим отношениям с окружающими людьми. И любые отношения, они строятся через слово. Сказать «я тебя люблю», сказать «давай с тобой дружить», сказать «давай сделаем вместе это дело». Для всего этого нужен дар слова. Экономика, то есть вообще хозяйство, наша окружающая действительность материальная, она тоже невозможна без сотрудничества. Вспомним, что при строительстве Вавилонской башни Господь именно смешал языки. Люди, так сказать, возгордились из-за того, что перестали понимать друг друга. И очень важно понять смысл слова благословение. Вот ведь есть родительское благословение, дружеское благословение, отцовское благословение. Вот как-то одна женщина рассказывала о том, что у нее из нескольких детей лишь у одной дочери сложилась супружеская жизнь благополучно. То есть был один брак, всю жизнь она говорит, она единственная из всех детей попросила у меня родительское, у нас с отцом родительское благословение на брак. И в противоположность благословению – это проклятие. Проклятие, то есть это отделение, это разрыв отношений, это полное нежелание разговаривать. Кстати, игнорирование тоже является одной из форм ненависти, разрыва отношений. То есть вот когда человек молчит, не общается с друг другом, не здоровается. Такие вот популярные фразы, которые мы часто слышим сегодня, например, это твои проблемы. Ведь эта фраза, она тоже, по сути дела, разделяет людей. То есть кто-то говорит, он не желает на себя брать, воспринимать проблемы другого человека, тем самым отчуждается от него. А лозунг человека верующего – это все проблемы мои, нет чужих проблем. То есть каждая проблема, она отзывается болью в моей душе. Какие-то я решаю, я могу их решить, какие-то проблемы пока для меня непосильны, но равнодушен я не остаюсь никаким проблемам. Послушание – это те отношения, которые мы строим с родителями, вообще со старшими по должности, по церковной, например, иерархии, с людьми более опытными. Прощение. Вот, возможно, некоторые из вас были на встречах с Виктором Николаевым, писателем, который приезжал к нам в республику. Кстати, его книги сейчас в этом году будут разосланы по библиотекам муниципальных районов и некоторых сел. Вы можете их найти в ближайшее время. Там описывается ситуация о том, как, будучи в Афганистане, они окруженные и находясь на грани уже смерти, они, вот, готовясь к последнему бою, они неожиданно, вот эти бойцы высшего класса, они стали друг у друга просить прощения за все обиды, которые были друг другу когда-то причинены. И они остались живы. То есть маджахеды прошли буквально по их головам, и их не заметили, так вот рассказывают. Милосердие, утешение, поддержка, воодушевление – все это строится через слово. Даже исцеление. Вот мы часто в Евангелии читаем, что Господь исцелил человека словом, изгнал духов словом. И человек святой жизнью, он тоже обладает таким дерзновением словом исцелять другого человека. Следующий блок, следующее направление – это власть над природой. Действительно, мы общаемся, в том числе с бессловесной природой, посредством слова. Вот, в житии преподобного старца Паисия описано, не в житии, в одном из рассказов его, как во время беседы в комнату залетела муха, и некоторые из людей стали за ней гоняться, желая ее убить. А он ей сказал: вылети, благословенная муха. И она вылетела из этой комнаты.
И эту историю мне довелось повторить на своем опыте, когда мы с сыном были как-то на природе, я ему показал на паучка, который ползет по песку. Тот ему сначала грубо сказал, чтобы он залез на его палец, тот не залез. А когда мы ему сказали, залезай, благословенный паучок, хотите верьте, хотите нет, но он залез, и на мою ладони на него. Ну, конечно, все знают, наверное, эти научные факты о том, что вода меняет свою структуру под действием слова, да, и, собственно, освещение воды, да, это одно из наших священных действий. Цветы лучше растут, ДНК, это длинный текст, который присущ не только человеку, а вообще всякому живому существу, он и воспринимает то слово, которое произносится. Зерна растают лучше, если их хвалить, а не ругать. Да и вспомним народную пословицу, да, доброе слово и кошке приятно. Ну, можно сказать, во время урока вспоминать и другие подобные поговорки. Следующее направление – это народное единство. Словом мы созидаем определенный менталитет, определенную культуру, определенные ценности, идеалы. И вот очень хорошим подспорьем является здесь стихотворение Анны Ахматовой «Мы знаем, что ныне лежит на весах». За краткостью времени я не буду ее полностью зачитывать, но в конце она говорит о том, что «и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». То есть она интерпретирует таким образом Великую Отечественную войну, что война идет за право разговаривать на родном языке. У Расула Гамзатова тоже есть замечательные стихи на этот счет. Да и вообще в целом в культуре сегодня много заимствованных слов, без которых можно было бы обойтись. Ну, например, модератор или ведущий. Слова практически равнозначные, с разным оттенком. Приемную, почему-то мы называем reception, ну и много подобных таких вещей. То есть родными, правильными, добрыми словами мы созидаем определенный образ мысли и созидаем единые ценности в своем народе. И вот последнее направление, очень важное, которое я хочу сказать, это общение с Богом. Ведь мы с Богом общаемся в основном посредством слова. В первую очередь, это, конечно, молитва, благодарение, просьба, восхваление, покаяние. Все это совершается словом. Любые танцы совершаются словом. Словом хлеб и вино становятся телом кровью Христовым. Словом вода становится водой крещения. Словом прощаются грехи. Словом освящается масло для елеопомазания. Богослужение всегда начинается со слова «благословен» или «благословен», «благословен Царство», или «благословен Бог», или «слава святей, единосущной животворящей Троицы. В аскетике очень много практик связано именно с удержанием языка. Есть подвиг молчания, есть понятие обета. Некоторые святые даже в самом своем прозвище носят это понятие, например, Иоанн Златоуст, золотые уста. Да? То есть он так говорил, что люди ходили за ним стенографисты и записывали все, что он говорил. Господь говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть словом мы готовимся к страшному суду. За всякое праздное слово даст человек ответ день суда. И вообще неплохо бы выписать такую подборку цитат из Ветхого Завета, Нового Завета, которые касаются слова. От избытка сердца глаголит уста. Вот я это говорю тем, кто жалуется на невозможность победить привычку к матерной брани. Путь к этому очищению сердца, потому что будет сердце чистым, значит, и не будет из него выплескиваться эта ненависть. Никакое слово да не исходит из уст ваших. Заповедь, тоже это то, что заповедано, то, что мы должны ведать, чтобы жить по закону Божьему. Исповедь, проповедь, все эти понятия связаны со словом. И богословие. Особенно, кто знает историю богословских споров, должен понимать, насколько важно было отстоять такие понятия, как, например, единосущее Христа Отцу. Ведь оно одной буковкой буквально отличается от понятия подобосущее. И вот известный спор о Филиофии, который до сих пор разделяет, в том числе православную католическую церковь. Вот это подборка общения с Богом. Да, и, кстати, вот в завершение еще напомню, что заповедь «Не произнеси имя Господа» напрасно. Это заповедь, касающаяся слова. Так же, как и заповедь «Или чти отца и мать». Почитание мы тоже возносим через слово. Кстати, пожилые люди часто жалуются на то, что их не слушают. Вот даже не столько то, что их не навещают, говорят, вот, что хотелось бы, чтобы дети больше прислушивались, выслушивали то, что мы говорим. Вот, собственно, мы внимание, почитание оказываем в том числе через послушание, через умение слушать и слышать другого человека. И последний блок, последнее направление, о котором я хотел бы сказать по сегодняшней теме, самый интересный для ребят, особенно подросткового возраста и уже старшего школьного возраста, потому что мы его разрабатываем тоже в виде загадок. Я в основном в материале по этому блоку пользуюсь работами
Василия или до крещения звали Вазилия Забеков. У кого нет книжек этих, я очень рекомендую их найти, познакомиться, они есть в интернете. Так вот, оказывается, что слова о семье, которые мы с вами используем, они всю тайну целомудренной семьи они раскрывают. Ну, например, вот понятие пол. Пол – это половина, да, мужской пол, женский пол. Это открывает нам понятие то, что мы не самодостаточны, мы не являемся целостными еще сами по себе. Только в браке, только в общении между полами человек обретает то счастье, то единство, которое Богом для него предусмотрено. Ну, за исключением, конечно, монашеского пути. Целостность эту обретаем через поцелуй. Поцелуй связан с понятием целостность, да, то есть соединение в одно. Кстати, интересно позагадывать загадку, почему понятие мужской пол, женский пол связано с понятием пол, по которому мы ходим. Вот. Многие знают, что пол, деревянный, например, связан с тем, что бревна распиливали вдоль пополам и плоскими сторонами складывали. Из этих половинок складывается, собственно, пол. Слово «брак», которое мы знаем, да, тоже имеет два противоположных значения, происходит от слова «брать». Вроде на поверхности эта связь, а не для всех очевидно. Вот. В браке мы берем, конечно, себе лучшую половину, вот. Но бракер – это человек, который стоит на конвейере и выбраковывает продукцию, он выбирает, наоборот, худший товар. Невеста, вот простое русское слово «невеста», оно и говорит о том, что для крепкой, для устойчивой семьи люди должны вступать в брак целомудренными, то есть не ведая еще другого пола. Поэтому невеста-то и надевает, да, белое платье, белую фату. Верность строится на вере, а вера, в свою очередь, это однокоренное слово со словом верева или веревка. Вот. То есть то, что нас связывает с будущим, то как бы, почему мы карабкаемся, переходя, как мы с вами говорили в прошлый раз, да, что вначале мы видим во влюбленности друг в друга икону, потом, разочаровываясь друг в друга, видим карикатуру, потом видим реальную картину, фотографию. И цель брака – это снова увидеть в человеке икону, то есть увидеть в человеке образ Божий, прийти к этой жертвенной любви. Слово «супруги» – это сельскохозяйственный термин. В буквальном смысле означает два вола, запряженные в одну упряжку. Супруги. Вот. И если два вола тянут упряжку ровно, то и получается борозда прямая. А если один тянет в сторону, отстает или убегает вперед, то, конечно, хорошего результата от этой работы не будет. Большое нравственное значение скрыто в этом понятии. И, наконец, самое глубокое и самое неправильно понимаемое сегодня слово – это слово «семья». Большинство, конечно, слушателей, собеседников с легкостью отвечают, что это 7 раз умножить на «я». И это с точностью неправильное понимание, с точностью да наоборот. Потому что чем больше в семье «я», то есть чем больше в семье эгоизма, чем больше в семье мысли о себе, тем меньше, собственно, любви, тем меньше в семье тепла. Семья происходит от слова «семя». Семя, то есть это, во-первых, новая жизнь, а во-вторых, это жертвенность, потому что семя, которое упадет в землю, как говорится в Евангелии от Иоанна, если не умрет, то не даст никакого плода. И только то семя, которое себя полностью отдает, мы это видим с вами в сентябре, да, выкапывая картошку, вот, та матка, которая отдала себя своей семье, которая полностью, так сказать, сгнила, полностью умалилась, она, собственно, и имеет большой плод. Также и вот плод любви в человеке, в семье, в частности, получается тогда, когда человек в большей степени жертвует собой. И тут очень уместно поговорить, конечно, о проблеме мата. Матерная брань связана с оскорблением, с унижением вообще родителей, матери, отца, вообще родовых понятий. По сути дела, современная русская брань, она строится на 3 понятиях. Одно из них обозначает мужчину, другое женщину, а третье их соединение. Вот. Поэтому это надо раскрывать ребятам уже в старшем подростковом возрасте. Хорошую книжку могу вам по этому поводу посоветовать епископ Митрофан Баданин, правда, о русском мате. Небольшая, но очень, очень емкая, очень интересная, с хорошими примерами. Надо говорить о том, что человек должен иметь определенный стыд, то есть матом мы называем такие вещи, которые вообще-то на людях выставлять не принято. И очень полезно, особенно мальчикам, говорить о том, что ругаться матом – это не смелость. Ругаться матом – это трусость, потому что человек должен быть целостным, то есть разговаривать в кругу, скажем, взрослых, старших, начальников, или, там, представителей правоохранительных органов, так же, как и разговаривать за гаражами со своими сверстниками. Вот. То есть культурно. А если ты в одном месте произносишь слова, которые потом боишься произнести при взрослом, ну, получается, какая же это смелость. Это, наоборот, трусость. Ну и, конечно, мат разрушает здоровье. Тоже много исследований на этот счет есть. Вот. Поэтому, завершая выступление, я хотел бы произнести слова преподобного Антония Великого.
Он говорил, что Господь хранит твою душу, пока ты хранишь язык. Как мы пролистаем презентацию, что вы видели, вот здесь ссылаемся на Сократа, вспоминаем святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, святителя Стефана Пермского, создателя азбуки, вот краткое, но воодушевляющее стихотворение Радслава Гамзатова, про Анну Ахматову, слайд про Виктора Николаева, о словах «прости». Кстати, «простить» буквально в смысле означает «разгладить», «распрямить». Растения скополия, которые говорят, имеют при приятной наружности, имеет отвратительный запах. А в духовном смысле запах – это те слова, которые мы произносим. Царь Алексей Михайлович, который вводил телесные наказания, лишнее сбиение розгами за матерную брань в общественном месте. Можно напомнить и об административной ответственности. Вот. История, которую вы почитаете в книжке епископа Митрофана, о том, как наши десантники в Грозном вырвались из окружения без единой потери, когда вместо мата пошли на прорыв с криками «Христос воскресе!». Оказывается, на Куликовом поле Пересвет не зря вышел на битву с Челубеем, потому что Челубей был заколдован словами, похожими на современный русский мат. Поэтому считался не просто непобедимым, считался бессмертным. И монголо-татарское войско дрогнуло именно от того, что их бессмертный воин был убит русским монахом, потому что молитва оказалась сильнее этих заклинаний. Вот такая иллюстрация про мат. Некоторые кричалки, которые хорошо запоминаются. Благодарю вас за внимание, могу подарить только вот благое слово. Ну и последняя загадочка – это goodbye. Goodbye, оказывается, полностью расшифровывается, если мы это слово вспомним под историю. God be with you. Бог да будет с вами. Храни вас Бог и благослови вас Бог на все добрые дела. Благодарю. Спасибо вам большое, отец Максим. Мы ждем вас и дальше на наше заседание. Эту рубрику мы будем продолжать. И мы, наверное, внесем предложение нашего методического мнения на будущий год под продолжение этой рубрики. Согласны, уважаемые члены нашего РМО? Спасибо. Так. А мы, уважаемые коллеги, с вами продолжаем работу. Продолжаем работу. У нас, к сожалению, вот случились технические непредвиденные неприятности, и мы не можем заслушать наших коллег, которые далеко от нас находятся. Поэтому кое-что мы с вами придется нам прочитать, просто так, ну, прочитать, озвучить, можно сказать. А остальное мы вам пошлем из их опыта работы уже потом через рассылку. Итак, уважаемые коллеги, подводя итоги того, что сказал нам здесь отец Максим, хотела бы обратить ваше внимание на те задачи, которые стоят перед муниципальными методическими объединениями и перед школьными методическими объединениями, перед каждым учителем. Нам необходимо постоянно повышать и углублять знания по отечественной и мировой культуре, изучать ценности православия как основу нашей отечественной культуры. Необходимо включить планирование урок или проводить не урочные занятия о роли слова, о его сакральном смысле, о необходимости беречь язык и о вреде сквернословия. Также мы рекомендуем включать в планы воспитательной работы всех классов, начиная с 1 по 11, и это у нас разработано, уважаемые коллеги, мы вам можем обеспечить данными методическими разработками, включить раздел «Лингвоэкология». Если мы будем в системе эту работу проводить, я уверяю вас, у нас будет со сбережением языка, с культурой речи значительно лучше, чем мы наблюдаем сейчас. Итак, переходим к второму вопросу. Опыту методической работы муниципальных методических объединений. Уважаемые коллеги, мы с вами на методических объединениях заслушивали уже двух представителей. Это из Воркуты Сову Галину Викторовну и из города Сыктывкара Каменеву Наталью Григорьевну. Сегодня опыт работы должна была представить Чупракова Наталья Валентиновна из города Ухты. К сожалению, мы не можем с ней связаться сейчас. Возможно, будет подключение чуть попозднее, но мне хотелось бы обратить ваше внимание, видите, они красным выделены в презентации те задачи. Повысить роль муниципальных методических объединений, я уже вам говорила об этом, по реализации от КРКС и НКНР.
Это необходимо иметь план работы на новый учебный год. И мы начнем в сентябре обязательно с анализа тех планов, которые я вас очень прошу. Пусть они будут небольшие, пусть они будут краткие, но то, что возможно выполнить. Это проведение заседаний, оказание практической помощи педагогам обязательно должно быть через ваши объединения. Привлечение учителей РКС и ДНКНР к участию в заседаниях РМО и вебинарах. Это обязательно, эта рекомендация записана в протоколе заседания Координационного совета по ведению РКС и ДНКНР от 3 апреля этого года, текущего года. Нам просто обратили внимание нашему методическому объединению на то, что должны все учителя присоединяться, когда мы проводим вот эти заседания. Также задачей методических объединений на местах является методическое сопровождение учителя РКС и ДНКНР и экспертирование процесса и результатов реализации этих предметов. Вот материал об экспертировании здесь находится, вот ссылочка есть, вы можете найти в интернете достаточно хорошие материалы, но эти материалы есть и у нас, и мы уже эти материалы рекомендовали на прошлом методическом объединении. Чуточку позднее я к этому обращусь. Итак, вот перед вами очень интересный опыт замечательного учителя, руководителя муниципального методического объединения Приволжского района Сергитовой Людмилы Васильевны. Посмотрите, пожалуйста, вот результат ее работы. Это темы, которые они обсуждали, все темы очень интересные, все темы очень проблемные. Далее, это создание личного сайта. Людмила Васильевна делится своим опытом через интернет, через сеть. Далее, открытые уроки их обсуждений, не просто они теоретические вопросы рассматривают. И вот из анализа своей работы Людмила Васильевна вывела 2 задачи на следующий учебный год. Это продолжить работу над проблемой смыслового чтения в курсе РКС. Это вообще замечательная проблема. Эта проблема связана с интеграцией курса РКС с литературным чтением, с русским языком. И это просто здорово. Если они работают, естественно, мы этот опыт обязательно вам транслируем. Также вторая задача – активно участвовать в работе интернет-сообществ учителей РКС. То есть то, о чем я вам говорила. Вот мы должны привлечь вас всех, а руководители на местах, они должны как раз содействовать этому и вовремя извещать о том, когда проходят данные заседания, когда проходят вебинары. Потому что кроме заседаний РМО мы проводим еще тематические вебинары. Так вот, я говорила о том, что было уже на прошлом семинаре рассмотрено, на прошлом РМО рассмотрено, о чем я говорила. Итак, из чего состоит методическое сопровождение учителя РКС и ДНКНР со стороны муниципальных методических служб и со стороны объединения методического. Вот в чем оно состоит. Вот что должно входить в план работы. По 1-2 пункта на каждый и вполне достаточно. Далее, посмотрите, экспертирование. Памятка для эксперта. Памятка конечно, в первую очередь для руководителя ММО. Она есть, и она сделана на основе материалов, представленных Министерством образования Российской Федерации. Вот здесь ссылочка тоже есть, вы можете к ним обратиться. Так, и что бы нам хотелось, чтобы в первый год, вот в этот, не в первый год, простите, а вот в следующий учебный год, какие данные собрать, чтобы они у вас были, эти данные. И если мы познакомимся у себя в районе с составом учителей, которые ведут эти предметы, познакомимся с результатами выбора модулей, выявим затруднения у преподавателей и детей, также ознакомимся с наличием оборудования, есть ли у учителя технические средства, достаточно ли их, изучение наличия разработанного внутреннего диагностического инструментария, то есть при помощи чего диагностируют знания, умения детей, компетенции детей, а также изучение реализации целей и задач курсов РКС
на уроках в соответствии с их способностями и нормативными документами по их преподаванию. То есть, как выполняются нормативные документы, ну, это уже, я думаю, что это не должно быть здесь каких-то отступлений. Все нормативные документы должны исполняться неукоснительно. Итак, вот. И я вам уже скажу о том, ну, забегая вперед, что Координационный совет уже постановил, что в следующем учебном году будет мониторинг. Вот в прошлом мы не проводили мониторинга по РКС и по ДНКНР. Все годы проводили, а в прошлом не было. И уже этот мониторинг будет в следующем учебном году. И поэтому посмотрите, если мы объединим ту информацию, которую вы получите и которую получим мы, у нас будет по республике целостная картина о состоянии преподавания РКС и ДНКНР. Так. Вот, к сожалению, опыт мы Ухты не прослушали, но я думаю, что если мы сейчас не прослушаем, мы прослушаем на следующем заседании. А сейчас мы переходим к третьему вопросу. Эффективность урока РКС зависит от того, насколько учитель понимает главную задачу этого предмета. А главная задача – это помочь детям понять движение собственной души, которая, конечно, бессмертна, прекрасна и бессмертна. И мы, бывая на уроках, сталкиваемся с тем, что некоторые педагоги используют технологию для технологии, то есть формально. Вот в первую очередь в основе должно лежать содержание, а выбор технологий, методик и приемов – это уже дело вторичное, а не наоборот происходит. Поэтому мне хотелось бы дать слово очень интересному учителю, замдиректору по работе с членами начальных классов гимназии номер 1 города Сыктывкара Костомирной Ирине Викторовне. Опыт Ирины Викторовны обобщен Институтом повышения квалификации. Имеется сборник, в котором ее замечательные уроки есть. Ирина Викторовна, просим вас, пожалуйста, сюда. Помогите, пожалуйста, переключить на презентацию Ирины Викторовны. Там у меня презентация. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочется познакомить вас с одной из технологий. Это технология этического диалога. В условиях новых стандартов поменялась и основная задача школы. Учитель теперь вместе учителя не только давать знания, обобщать все, что получено на уроках, но и в первую очередь это воспитательная ценность. В концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности сказано, что важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Таким образом, духовно-нравственное развитие воспитания учащихся является первостепенной задачей современной образовательной системы. В таком случае мы сталкиваемся с противоречием. Государство от нас просит одного, и заказ у них один, а в обществе мы видим совершенно другое. Возникает вопрос, что же делать, как найти выход из возникшей ситуации. С нашей точки зрения, такой выход должен складываться не только из предметов, как говорила Нина Михайловна, где мы включаем этические и нравственные темы в уроки русского языка, литературы, но и тех технологий, которые мы используем на данных предметах и во внеурочной деятельности. Одной из таких технологий, мы считаем, является технология этического диалога Шамшуриной Аллы Ивановны. Давайте вспомним, а что же такое вообще этический диалог, из чего состоит это понятие. Итак, чтобы понять, давайте вспомним понятие этика и диалог. Что же такое диалог? Диалог – это разговор, общение между двумя лицами, обмен репликами. В таком случае, что же такое этика? Словарь Ожегова дает такое понятие. Этика – это философское учение о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе, совокупность норм поведения. В таком случае этический диалог рассматривается как тот тип диалога, который вызывает стремление
думать и размышлять о нравственном смысле собственных поступков, слов, желаний, принятых решений. Как и любая технология, этический диалог строится на определенных функциональных принципах. С точки зрения философии, этический диалог – это метод мышления, проникающий в ценностное содержание жизнедеятельности человека. В педагогическом аспекте этический диалог выступает как принцип и средство гуманистического воспитания. В психологическом аспекте диалог выступает как механизм реализации самосознания школьника. В методическом ключе диалог представляет воспитывающую технологию, позволяющую выстроить поэтапный процесс somышления педагога и ученика по совместному поиску нравственной истины, обеспечивающий педагогическими средствами и приемами субъективного, личностно-ориентированного и возрастного подхода. Эссенциальная природа этического диалога – это является то, что любой человек стремится к общению, взаимоотношениям и сотрудничеству. Аспекты этического диалога представлены перед вами на слайде. Любое знание появляется настолько в общении. В диалоге востребована и формируется субъективная позиция всех участников, то есть дети могут открыто высказывать свою точку зрения. Процесс диалога формирует мотивацию поступка, то есть когда мы размышляем, мы думаем над тем, что же мы совершаем. Развитие диалога поэтапно. Результатом процесса взаимодействия в диалоге всех участников является развитие рефлексии и потребность во внутреннем диалоге. Этический диалог можно строить с любыми возрастными категориями, с детьми разного возраста. Единственная специфика этого диалога будет различной. Если мы строим такой диалог с младшими школьниками, то здесь диалог строится на желании ребенка быть хорошим. Если это средний школьный возраст, то соотнесение собственного опыта, а у детей в этом возрасте уже есть определенный собственный опыт, с теми нравственными общепринятыми нормами, которые существуют. И если это старший школьный возраст, то это проблемный характер диалога. Умение принимать решения в нравственном выборе. Как любая технология, технология этического диалога имеет свое строение. Давайте рассмотрим, как же строится этический диалог. Этический диалог можно представить в виде треугольника, который находится острым основанием внизу. Если рассматривать позиции, то первая позиция, а любой диалог строится на том, что его все-таки создает учитель или автор, как называется в этическом диалоге, строит этот диалог. Если есть автор, есть человек, до которого он свою позицию доносит. В этическом диалоге такой человек называется понимающий. Понимающий не всегда может принимать позицию автора. В данном случае он выступать будет в роли критика, он может доказывать свою точку зрения. Есть также человек, который организует, как я сказала ранее, это чаще всего бывает, конечно, педагог, но и арбитр, который смотрит за этическим диалогом, подводит какие-то свои выводы. Важно то, что и дети, и учитель в этом строении могут принимать любой урок в процессе этического диалога. Они могут быть каждый из этой позиции. Давайте немножечко посмотрим и о том, из каких же структурных элементов будет состоять сам этический диалог. А прежде чем мы перейдем к этим этическим компонентам, хочется напомнить слова педагога Бухтина, который справедливо утверждал, что жить значит участвовать в диалоге. Так, что же из себя представляет этический диалог? Первый его структурный компонент – это вывод школьника направления. Это может быть сделано с помощью различных средств. Это интригующий вопрос, дилемма, суждение, предположение и так далее. Игры различные. Я очень люблю сказки, метафоры, которые использую в начале своего диалога. И далее хочу привести два небольших примера из последних диалогов, которые были нами разработаны. Для того, чтобы вывести ребенка на проблему, подвести его к теме, были заданы вопросы. В руках учителя вообще был блокнот, который у нас запечатывается ключом. Есть такие блокнотики, очень любят их девочки, в которых есть замочек, в которых есть ключик, и учитель спрашивает, что у меня в руках. Ну, естественно, все видят, что это блокнот. Что в нем необычного? Это блокнот под замком. А как вы считаете, почему на блокноте замок? Ну, дети делают вывод, что, скорее всего, в этом блокноте может быть что-то секретное, тайное, что не для всех ушей. И затем, для того, чтобы выйти на тему данного диалога, предлагаем такую фразу, в которой, как вы видите, нет знаков препинания. Здесь очень интересно рассуждать с детьми, куда же они ставят все-таки эти знаки препинания. Тайно хранить нельзя открыть, или тайно хранить нельзя открыть. И здесь в процессе диалога уже выходит на тот или иной путь решения. И еще один тоже этический диалог, один из последних был следующим началом. Приводили слова Аристотеля, которые были даны, естественно, не на русском языке, на языке самого Аристотеля. И детям говорят, сможете прочитать эту фразу? Нет, не можем. Почему? Мы не знаем этот язык. Кто-то пытался вспомнить Аристотеля, да, если они проходили на уроках. И потом делался вывод, что в конце вы все сможете эту фразу, даже не понимая о том, почему писал Аристотель, перевести. А урок этот был о нравственных заповедях религии. И тут же к этому форме работы было в дальнейшем дано стихотворение Андрея Дмитриева «Выбор», вернее, часть. Душа бывает как туман, бывает как рассвет.
тумане прячется в рассвете только свет. А что твоя душа? Твоя туман или рассвет? И с чем душа твоя пришла, ты знаешь или нет? И после этого начинается уже диалоговое общение с детьми. Следующий этап – это построение логической цепочки развития мышления. Основным побудителем данного развития служат вопросы «почему?», «как вы думаете?». В этическом диалоге ни в коем случае нельзя говорить ребенку «ты не прав», «так считать нельзя». Тут думают, что этот ребенок не согласен. Нельзя соглашаться. Все позиции принимаются, а в конце уже ребенку делать выводы самому. Правильно он думал или нет. Поэтому этот этап достаточно сложный именно с этой точки зрения. В одном из последних этических диалогов, опять же, по нравственным заповедям, я в этом году преподавала модуль ОРГСЭ «Основы мировых религиозных культур», и мы сравнивали заповеди в разных религиозных культурах. И вот мы потом выходили на очень вроде бы простые жизненные, всем нам известные постулаты. Это пословицы, которые есть в русском языке. И когда мы брали пословицы, ребята работали по группам, они, каждая группа, находили те заповеди, которые есть в различных религиях. И оказалось, что в многих религиях заповеди у нас пересекаются. Следующее – это обращение к личности ребенка, направляется на себя. Это поворот на себя, когда ребенок вспоминает, а была ли в его жизни такая ситуация, как он выходил из той или иной ситуации. Ребенка заставлять на данном этапе рассказывать о себе не нужно. Если он захотел рассказать, он расскажет. Если нет, то значит это его право. Если вернуться назад, как раз здесь в этическом диалоге «Тайны хранить нельзя открыть», как раз и говорилось о секретах. Есть ли у детей секреты, хранили ли они секреты, могли ли они кому-то доверить и так далее. Ребенок уже рассказывал именно о том, что было в его личной практике. Выходили мы на это тоже через стихотворение Посадова. «Самая злая кража – кража доверия. Вот где нужна стража, крепкий замок на двери». Ну и дальше ребята делились впечатлениями, действительно ли нужна стража, действительно ли нужно скрывать тайны или нет. Следующий, один из самых сложных этапов в этическом диалоге – это точка наивысшего напряжения, как кульминация сопряженная с обращением к личности школьника, его жизненному и нравственному опыту. Здесь может происходить переосознание тех ценностей, которые были до этого ребенка. Возможно, наставиться на своей позиции. Ни в коем случае нельзя давить, но этот этап проходит очень остро, начиная с начальных классов и заканчивая старшевозрастными детьми. И последнее – это резюме диалога. Резюме диалога как смысловое заключение или переход к следующей проблеме. То есть, опять же, здесь повторюсь, что нельзя давить на ребенка, и диалог остается открытым, финал открытый. То есть ребенок должен выйти с этического диалога, размышляя. Он должен о чем-то задуматься. Не может учитель подвести ему к тем нравственным нормам, которым бы хотел он. И как некоторые этапы заключения, тоже вот здесь есть небольшие стихотворения. Первый отрывок – это из этического диалога, который назывался как раз вот эти нравственные заповеди. Ведь нам недаром выбор дан между добром и злом. А второй, я очень люблю этот этический диалог, «Зрячий только сердце». Как раз я заканчиваю «Горящим сердцем» и вот такими словами, которые давали вывод и размышления ребенка. Этими словами я хочу закончить свое выступление. Если бы сердце умело бы вслух говорить, то оно научилось бы нас жить и любить. Научила бы хрупкие чувства величия, прервало навсегда слов жестоких картечь. Научила бы от нежности нас трепетать, научила бы ждать, доверять, прощать, генерировать счастье и чувствовать боль, научила бы слышать и видеть души, высекать научила бы из взгляда огонь, в час тяжелый протягивать людям ладонь, тьму собой освещать, где не видно низги, но у многих, увы, вместо сердца. Здесь остается финал открытый, каждый уходит с тем размышлением, к которому он пришел, к тем выводам, которые будут у него сделаны для себя. Ну и почему именно этический диалог? Потому что он через диалоги, через игры, через литературу, искусство, различные ситуации, которые проходят на этом диалоге, эксперименты, мы ведем к воспитанности, культуре, самосознанию и развитию ребенка, то есть к духовно-нравственному развитию личности. Литературу, которую вы можете использовать также в слайде, спасибо за внимание. Мы благодарим Ирину Викторовну за очень интересное выступление. Опыт Ирины Викторовны мы, с вашего позволения, Ирина Викторовна, отправим нашим членам РМО вот, опыт и ваши конспекты уроков. Значит, все это будет в рассылке, уважаемые коллеги.
И еще раз обращаю ваше внимание, опять видите, красным выделено, от чего зависит эффективность нашего урока и эффективность работы учителя. Помним важнейшую особенность урока РКС, его воспитательную, гуманистическую, духовную направленность. Урок – это не просто подача знаний. Урок – это, я имею в виду урок РКС, НКНР тоже. Это часть жизни ученика и учителя. Урок есть открытие истины. Урок – проводник духовно-нравственного воспитания. Ученик – неповторимая личность, дорого мнение каждого. Ничего мнения не оставляем без внимания. Технологии, методики, приемы не самоцель, а средство достижения высокой цели. Движение души к добру и истине. И если это будет на уроках, значит, наши уроки будут действительно эффективны. Мы продолжаем выполнение нашего распорядка. И следующий наш вопрос – отчет о работе. Уважаемые коллеги, я не буду очень вас загружать всем, очень коротко. Вот я здесь выписала то, что в принципе сделано. Это проведено 4 заседания, вот это 4-е, которое проходит в течение учебного года. Организованная творческая группа в составе 12 человек. Надо сказать, что практически все работали очень активно, за исключением 3. 1 по болезни и 2 по неизвестной причине. И я хочу дополнить, раз люди не работают, то ввести в новых членов. Я думаю, что вы не будете против ввести в новых членов нашу творческую группу. Обсуждены, тиражированы и размещены на сайте 8 методических материалов, простите, пожалуйста, ошибка. Выполнены 4 рассылки методических материалов, то есть после каждого заседания РМО мы посылаем те материалы, которые обсуждались, вам, и чтобы дальше этот опыт транслировался для всех педагогов района. Знакомство с опытом работы на муниципальном уровне, вот здесь придется 2 поставить, потому что 3-го методического мнения сегодня у нас нет. Оно было, конечно, мы познакомились с опытом работы, и мы его вам пошлем. Прилужского района Ухты сегодня, к сожалению, не было. Представление материалов на 2 республиканских координационных совета, это очень серьезный орган, мы все собирали материал, представляли. И надо сказать, что опыт нашего метода объединения получил неплохую оценку. Также проведена, это очень было большое интересное мероприятие, викторина по ОПК, по основам православной культуры, наше культурное наследие. Вот на этом мне хотелось бы немножечко, чуть-чуть остановиться. Вот тематика заседаний здесь перед вами. Я почему не останавливаюсь и не читаю? Потому что это все, во-первых, есть у вас, мы посылали. Мы посылали протоколы, мы посылали презентации, решения РМО. И если их у вас по каким-то причинам нет, вот это ссылки, по которым вы можете этот материал получить. Это все есть у нас на сайте. Так, итоги викторины. Надо сказать, что это очень благодатное было мероприятие, и для тех, наверное, кто писал, потому что это видно по работам, с какой любовью дети выполняли, большинство выполняли эту работу, насколько они старались, потому что эти задания были большие, и их было много, они были и где-то простые, но во многом и сложные. И, конечно, и для меня тоже, и для других людей, которые проверяли и подводили итоги этой викторины. Посмотрите, участвовало 146 человек. Простите, 146 работ. Значит, участников 162, потому что некоторые работы выполняли 2 и 3 детей. А победителей 27 и 42 получили благодарности за особые успехи в этой работе. 4-х участвовало 46 человек, это 32%, и так далее. Вот вы видите по номинациям возрастным. Самое большое, как вы видите, это интерес 5-х и 6-х классов. И 4-х тоже достаточно много, поэтому вот этот возраст, для которого нужно такие мероприятия в первую очередь проводить. Средний балл за ответ при максимальном, за один ответ 3 балла. Посмотрите, он тоже большой,
И это говорит о том, что дети очень старались, потому что данная викторина – это не на проверку знаний, она направлена на просвещение, чтобы дети нашли материал, прочитали, познакомились, узнали. Вот это была главная задача викторины, и я считаю, что мы ее выполнили. И я считаю, что еще одним таким очень радостным событием было то, что мальчиков участвовало много. Обычно вот все девочки участвуют в мероприятиях, а здесь вот мальчики. Посмотрите, 41 это 4, 5, 6 классы, а 7, 8 56% мальчиков. Ну, там поменьше. И очень благодарна всем педагогам, всем детям, и особенно педагогам гимназии номер 3, 2 и 3 города Инты. Это также в средней общеобразовательной школе поселка Визендор Сысоцкого района Петуховой Наталья Валерьевна, Петкова Наталья Валерьевна, да. А также в Сосногорской школе номер 3 и 23-й школе города Воркуты особенно, потому что здесь много участвовало детей, и это были очень хорошие работы. Чувствуется, что педагоги этих школ с детьми работают в системе. Так, также у нас, ну, я же говорила, что опыт обобщен, и, пожалуй, наверное, все о викторине, я сказала. И давайте сейчас мы с вами приступим к обсуждению. Мне хотелось, чтобы высказались педагоги. У нас здесь присутствует Вера Владимировна. Пожалуйста, Вера Владимировна. Хорошо, да. Вера Владимировна. Так, ваше мнение о работе нашего РМО? Что хорошо, что нужно изменить? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. С окончанием учебного года пришло время у нас подводить итоги, аналитическую работу проводить. Вот в связи с чем мы сегодня и тоже собрались. Организация Республиканского методического объединения учителей, преподающих учебный курс ОРКС, и также и реализующих предметную область основы духовно-нравственной культуры народа в России в 2017 году было востребовано, и мы рады, что РМО было создано. Я считаю, что методическое объединение – это оптимальная форма оценивания, освоения своевременной и эффективной помощи школе, выявления общих и частных проблем, преподавания курсов и оперативное их решение на уровне школы, муниципального объединения и республики в целом. В течение учебного года рассматривались вопросы повышения качества преподавания курса ОРКС и развития новой предметной области основной школе, проблемы повышения квалификации учителей и обобщения опыта. Ну и другие вопросы, конечно, тоже нужно тут отметить. Любой опыт, представленный на Республиканском методическом объединении, подталкивает учителей и администрацию школ к самоанализу работы и способствует улучшению организации деятельности в этом направлении. Это и анализ итогов мониторинга по курсу ОРКС, это и качественное преподавание, проведение итогового занятия для учащихся, технологии, которые используются на уроках. Актуально для всех нас в школе является выбор учебников по курсу, и рекомендации были тоже своевременные и важны как для школ, и так и для учителей. Руководители и совет Республиканского методического объединения плодотворно решали все поставленные задачи. И я считаю, что работу Республиканского методического объединения в 2017-2018 году можно считать удовлетворительной. И в связи с этим я еще хочу небольшие предложения здесь на 18-19 год. Это продолжить знакомство с опытом работы различных муниципальных объединений, разработками контрольно-измерительных материалов по предмету, в том числе и защита проектов, как форма промежуточной аттестации по предмету ОРКС, анализом урока и его критериями. Также рассмотреть вопросы о работе с родителями в рамках этих предметов, в том числе рассмотреть опыт работы по данному вопросу
в республике. Вопрос использования технологий на уроках ОРКС и его целесообразность. Иногда невозможность выбора технологии близкой самому учителю при подготовке и проведении открытых уроков на уровне муниципальных МО, что вызывает неудовлетворенность учителя, отказ от участия в открытых мероприятиях, открытых уроках, именно по предлагаемой технологии. Здесь нужно учитывать свободу выбора учителя, технологий, методов и приемов и своего видения уроков. Просто не навязывание технологий, которые должны все использовать. Ну и желаю дальнейшего успеха в работе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Мы благодарим вас за оценку нашей работы. Вам также желаем успехов. Листочек ваш тоже с вашими предложениями. Спасибо. Так, я с вами абсолютно согласна, Вера Владимировна, что выбор технологий и на открытых уроках, не на открытых уроках, это дело, личное дело самого учителя. И никакое принуждение здесь не должно быть принуждения. И еще, я с вами абсолютно согласна. И у нас была запланирована работа с родителями в рамках РКС и НКНР в этом году, но вопросов очень много, и мы ее просто не успели. Поэтому мы ее переносим на следующее заседание. Вот первое заседание, которое будет в учебном году, оно будет посвящено работе с родителями. Как раз я забыла сказать, что не выполнено нами. Нами не выполнен вот этот пункт, не обсужден этот вопрос, который предлагался. И второй вопрос не выполнен. Это посещение уроков в Квартировском районе. Оно перенесено по просьбе муниципальной методической службы района на следующий год. Мы пошли им навстречу. А так мы, конечно, дальше будем продолжать. И вот можете здесь посмотреть, что мы запланировали не только Квартировский район посещение уроков, Сысольский, Ухту, и другие. Культурные, так, мы продолжим викторину «Наше культурное наследие», потому что такое предложение поступило со стороны учителей. Я уже о мониторинге, посмотрите, здесь тоже говорила, что мониторинг, он будет нам сверху уже спущен. Также мы будем проводить вебинары и интернет-консультации по трудным темам. И значит, вот предложение здесь работу считать удовлетворительной, оно внесено. Так, предложение о том, чтобы продолжить беседу отца Максима, тоже самое, да? Так. И вот эти ваши предложения о том, что измерители нужны, да? Значит, это тоже очень хорошее предложение, мы обязательно его включим в решение вот нашего метода объединения. Так, тогда, отец Владимир, пожалуйста, вам слово, я сразу дам. Нет, только награждение пока. Слово потом. Пока награждение. Потому что у нас здесь еще... Я выражаю благодарность за активную вашу жизненную позицию, за участие в почтении РМО, как учитель, который хорошо знает свою любимую культуру сельской этики и естественно преподает. Спасибо. Спасибо большое. Так, я хочу пояснить, здесь у нас это следующий, последний у нас был вопрос. Кроме Веры Владимировны, общественная организация «Русский мир» награждает также. Называйте. Плетнева Инна Владимировна, руководитель 7 класса, школа номер 31, город Сыктывкар. Сергеева Людмила Васильевна, учитель МБУ СОЖ села Вячево, Тульского района. Петухова Наталья Валерьевна, учитель истории общественного знания, МБУ СОЖ, ПСТ, Везенбург, Сысольского района. Жукова Едина Васильевна, методист управления образования. Кайгородский, член РМО, учитель ОРЦ МКД. И Чупракова Наталья Валентиновна, педагог-психолог.
Гордуста, член МО, по функционально-методическому объединению учителей ОРЦ и ОНКНР. Так, отец Владимир является председателем вот этой организации «Русский мир». А мы сейчас еще продолжим обсуждение немножечко. Позвольте, пожалуйста, зачитать отзыв Сергитовой Людмилы Васильевны. Она сегодня находится на экзаменах. Она следующее сказала о работе нашего РМО. Анализируя работу РМО за отчетный период, следует отметить, что намеченный план и поставленные задачи выполнены. Ну, за исключением вот этой темы, которую мы, к сожалению, не смогли рассмотреть. Планомерная методическая работа позволяет изучать личностные качества учителя, выявлять элементы передового опыта, затруднения в их деятельности, вовремя осуществлять поддержку и оказывать помощь. Поставленные задачи были реализованы, чему способствовала организация, простите, потеряла уже. Да, и проведение запланированных заседаний, прохождение учителями курсов повышения квалификации, активизируется участие учителей РКС и ДНКНР в семинарах и конференциях. РМО помогает выстроить работу муниципального методического объединения. В нашем МО практикуются разнообразные формы работы с педагогами, способствующие повышению их квалификации, которые рекомендует РМО, в том числе обучение на курсах, самообразование, участие в методической работе учреждений, МО района, используются банки лучшего педагогического опыта, представленные в рассылках РМО. Безусловно, все это оказывает влияние на развитие профессионализма педагогов. И еще один отзыв, к сожалению, не могли бы тоже подключиться, из Карпкировского района. Зачитайте, Анна Александровна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите от имени Мишалиной Анжелики Александровны от себя лично поздравить вас с окончанием учебного года, с наступающим праздником Днем России, и зачитать дословно пожелания и, наверное, подведение итогов работы РМО, ОРКС и УДНКНР. Во-первых, хочу выразить огромную благодарность нашему руководителю методического объединения Нине Михайловне Мищенко за плодотворную работу и огромную методическую помощь нам, учителям. На методическом объединении в течение этого учебного года затрагивались наиболее актуальные вопросы, касающиеся духовно-нравственного воспитания обучающихся, семейной ценности, культурное наследие. Здесь хотелось бы отметить выступление Максима Михайловича Стырова. Викторина «Наше культурное наследие», автором которой является Нина Михайловна, показала заинтересованность детей и хорошие знания по основам православной культуры. Это мы увидели по статистике и итогам участия в конкурсе. Поэтому можно считать, что конкурс был актуальным и надо продолжить работу в этом направлении. Также хотелось бы отметить участие детей в ежегодных степановских чтениях. Организатором является Ичеткина Тамара Александровна. Чтения были посвящены столетию страдальческой, мученической кончине царской семьи Романовых. В этом году участников было более 100 человек. В нашем Карпкировском районе в декабре прошел районный семинар учителей ОРКС и УДНКНР. По плану наше объединение, где рабочая группа со мной и с Ичеткиной Тамарой Александровной представили методическое пособие «Земля родная» для обучающихся 5-6 классов по предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России и рекомендации по реализации данной области в школах района. «Земля родная» была апробирована в нашей средней общеобразовательной организации поселок Приозерный в 5 классе во внеурочной деятельности. Мониторинг результатов показал высокий уровень сформированности универсальных учебных действий обучающихся, поэтому курс можно рекомендовать в школы Республики Коми. Еще бы хотелось отметить участие нашей рабочей группы в международных рождественских чтениях в Москве в этом году, участие в конференции «Круглом столе», посещение открытых уроков в Московской школе. В целом хочу отметить по работе Республиканского методического объединения учителей ОРКС и ОДНКНР и внести следующие предложения. Продолжить работу по оказанию консультативной методической помощи учителям, продолжить трансляцию опыта работы педагогов по данному направлению, продолжить организацию по участию детей в конкурсах
их приобщение к культурным ценностям нашего народа, организовать посещение открытых уроков в школах Республики Коми. Спасибо. Спасибо. Тамарсана. Сразу сами представьтесь. Я тоже хотела бы сказать. Завершить? Давайте. Это просто сверните ее. Ага. Вот где ваша. Уважаемые коллеги, возвращаясь к предметной области основы духовного культуры народа в России, мне бы хотелось остановиться на некоторых аспектах. Ну, во-первых, вопрос предметный, целеполагающий. Задача каждой школы – это организовать передачу культурных традиций от нас, взрослого поколения, подрастающему поколению. И, конечно же, эта передача культурных традиций, она как раз может осуществиться через эту предметную область, которую мы начали предмет в 4 классе в ОРКСе и продолжаем ее уже в основной школе. Первоначально, по концепции внедрения этой предметной области, предполагалось, что эта предметная область будет реализовываться со 2 по 9 класс. И, конечно же, с трудом, но большими такими попытками, все же эта предметная область имеет быть на сегодняшний день. И мы знаем с вами, что последние рекомендации, которые нам были предложены от 19 января департаментом образования, в которых как раз более или менее описываются те условия, да, на основе которых мы можем эту предметную область реализовывать, и о них вам говорила Татьяна Сергеевна в начале нашего заседания РМО. Мне бы хотелось обратить внимание на следующее. Если ребенок не получит в своем духовном возрастании, в своем развитии, в духовном возрастании основы нашей русской народной культуры, а русская народная культура корнями идет религиозной культуры, то есть основу православной культуры, то ученик будет, в общем-то, как Иваном непомнящим родства. Критерии, основания его поступков, его нравственного выбора, они не будут ничем обоснованы, они будут как бы висеть в воздухе. Вот делай так, как там твое сердце говорит. Ну а почему так твое сердце говорит? Что такое совесть? А ведь совесть – это совет с Богом. Мы не можем ребенку об этом сказать, поскольку у нас с вами получается, ну так скажем, как мы сейчас говорим, толерантная нравственность. И вот если вернуться к тому, что же предлагают нам наши ученые, то вот я обращаю внимание и предлагаю линейку учебников, которые были разработаны авторским коллективом, во главе которых является Ольга Леонидовна Южкевична. Вот сейчас под руководством этого автора, дважды доктора наук, уже разработаны 3 учебника по основам православной культуры. Это учебник 4 класса, учебник 5 класса и 6 класса. И я бы хотела вас сейчас познакомить как раз вот с этими учебниками, чтобы мы могли иметь в виду для продолжения дальнейшей работы. Что-то так вот идет, да? Да, значит. Вот автор, доктор педагогических наук, доктор математических наук, профессор. Она действительно очень успешно работает и по математике в Вильнюсском университете, и в то же время преподает в нашем Московском, Свято-Тихоновском Богословском университете вот эти предметные области. Значит, первый учебник, вы с ним знакомы, те, кто преподает основу православной культуры по этому учебнику, уже многие учителя мне говорили о том, что прекрасный учебник, к нему идет УМК, то есть разработан каждый урок, каждому уроку есть масса материалов, которые можно даже отбирать, то есть легко хватает на 2 урока материалов методических. И вот здесь как раз есть примерные темы, и каким образом эти темы реализуются через эти учебники, их оформление, мы все это с вами видим. Значит, не только образы Господа Бога Иисуса Христа в иконе Звенигородский Спас, но и это портреты адмирала Ушакова, ныне прославленного иконы святого Федора Ушакова,
нашей Русской Православной Церкви. Это образы Пресвятой Богородицы, вот, иконы, которые имеют культурное значение для русского народа. Вот все это мы с вами в этих учебниках увидим. Итак, учебник 5 класса. Идея, основная идея, концепция этого учебника, она изложена в содержании. Вот такие блоки тем. Кто ты, человек? Духовный мир, дорога в небо, путь от рождения до вечности, не от мира сего. И каждому из этих блоков, вы видите, что это разработанные уроки, их 30 уроков, и каждому этому уроку, опять же, разработаны методические материалы, методические разработки каждому из этих уроков. Так, вот некоторые из тем. Монашество, монастыри. На этом уроке мы узнаем, кто такие монахи. Мы думаем о том, что же дают силы монахам совершать духовные подвиги. Вот, например, известный монастырь Метеоры в Греции. Вот здесь как раз мы и окунаемся в эту традицию монашества, традицию культуры древней и современной Руси. Так, вот продолжение, оформление этих уроков. Тут же дается характеристика наших культурных памятников, известная Свято-Троицкая Сергиева лавра. Игумен этой лавры, наш преподобный Сергий Радонежский, вот, который, это святой, к которому мы обращаемся для помощи в учебной нашей деятельности, потому что он являлся настоящим духовным учителем своих монахов, и эти монахи основали множество монастырей на Руси. На высотах духа урок о подвижниках монашеских. Вот все здесь мы видим с вами в использовании, предлагается для использования этих материалов. 6 класс. 6 класс. Здесь основная идея учебника – это продолжение, значит, темы, связанной с духовным нравственным развитием. Но здесь такой же дается исторический аспект. То есть путь жизни от Адама до Авраама, и дальше рассматриваются различные исторические, значит, так скажем, деятели, да, судьбы которых основаны в Ветхом Завете, в Новом Завете. Вот здесь вот как раз мы рассматриваем всех святых, которые имели ту или иную духовный подвиг в нашей России, на нашей Руси, русской истории. Вот здесь как раз все это рассматривается и заканчивается тем, что, конечно же, мы понимаем, что самое главное в жизни вот этих духовных деятелей – это делать добро и отдавать себя. То есть именно такое самопожертвование, любовь, самопожертвование, в которое лежит именно любовь, в основе их духовных подвигов. Вот такие учебники. Вот видите, опять же, как они исполнены. Очень такой красивой, интересной интерпретации. И все это, конечно же, позволяет нам, наших детей, погрузить в вот эту духовную культуру. Вот, знаем мы с вами, что двум всего лишь человеком в истории земной являлся Бог в виде 3 ангелов. Вот здесь вот явление ангелов праведному Аврааму. И вы знаете также, что есть такой святой, который лежит, значит, в нашем северо-западном округе, Александр Свирский, это Ладейное поле, это недалеко от Санкт-Петербурга, мощи которого уже 500 лет, а температура тела этих мощей 37 градусов. Мощи в таком первозданном виде лежат. Ему тоже являлся Господь в 3 лицах, 3 ангелов. Вот это все история, которую, конечно же, наши дети должны знать. А вот культурные памятники. Вот с чем мы можем познакомить. И Людмила Леонидовна совсем недавно прислала мне информацию о том, что она готовит уже 7-й учебник для 7 класса. И идея этого учебника в 7 классе, мы понимаем сами, что дети активно формируют, у детей активно формируется самосознание и рефлексия, рождает это масса вопросов о жизни и о себе. И, конечно же, вот в этом курсе предполагается дать как раз такое содержание, которое будет направлено на самого ребенка, на его внутренние проблемы. Я призываю, дорогие мои коллеги,
обратить внимание на то, что действительно, если мы с вами выполним эту задачу, передадим нашим детям наши традиции культурные, то мы воспитаем настоящий гражданин. Ведь формирование значит, самосознания, оно очень тесно связано с формированием национальной самоидентичности. А национальная самоидентичность, она основана на той культуре, в которой возрос народ. 630 лет Степан Пермский крестил наш с вами Коми-край. Он дал нам эту родину, которую мы должны беречь и которую мы должны воспитывать достойных наших преемников детей. Спасибо за внимание. Мы благодарим Тамару Александровну за очень интересное выступление. Я хочу сказать, что я полностью согласна с тем, что говорила Тамара Александровна. РКС – это хороший предмет. Дадим, как выписать в учебнике информацию, как выписать в учебнике. Спасибо. Но 1 года и даже 2 лет недостаточно. Психологи говорят о том, что чтобы у ребенка отложилось на всю жизнь вот эти какие-то знания, какие-то навыки, какие-то впечатления, необходимо 5-6 лет. 5-6 лет. И поэтому, если мы начали изучать, не могу ведь никак я Преемственность. Так, если мы начали изучать, допустим, православную культуру в 4 классе, конечно, нам вообще разумный выход в том, чтобы дальше продолжать по тому же учебнику у того же автора. И, конечно, учебник Ольги Леонидовны Янушкевичани является одним из самых лучших учебников по основам православной культуры. То же самое я могу сказать об учебнике светской этики под редакцией Студеникина, потому что он построен абсолютно на нашей отечественной традиции. Итак, мы продолжаем выполнение нашего сегодняшнего плана. Так, Сверху показ слайдов. Так, да? Так, вернемся мы. Так, трудные темы мы уже рассматривали. Или нет еще? Ага, проект решения. Значит, уважаемые коллеги, все ваши предложения мы с удовольствием примем, если к тем, которые вы здесь видите, и тем, о которых вы услышали, есть еще какие-то ваши пожелания, то мы обязательно включим, уже будет не проект решения, а решение заседания РМО. Посылайте по нашей электронной почте, можете по телефону, как вам удобнее. Так, трудные темы, о которых мы уже говорили, они будут у нас, будут консультации, будут вебинары. И вот это трудные темы, которые уже учителя сами назвали. Это на курсах нам такую информацию дали. Может быть, у вас тоже какие-то еще будут темы, в которых вы встречаете затруднения. У меня единственная просьба, чтобы вы своевременно делали заявки на вебинары и на интернет-консультации. Это первое. И второе, чтобы вы сообщали всем учителям в вашем районе, те учителя, которые ведут РКС и НКНР, о проводимых нами мероприятиях. И пересылали те материалы, которые мы вам посылаем. Папка, которая пойдет с этого РМО, она будет очень большая. И материалы отца Максима, и мои материалы, и Тамары Александровны, и наших уважаемых педагогов. У нас очень много будет материала интересного. Итак, следующий и последний уже, оказывается, вопрос наш. Это выбор модуля ППК по Республике Коми. Я предоставляю слово отцу Владимиру Ичеткину, который является ответственным от епархии как раз по этому вопросу. Пожалуйста, отец Владимир. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами коллеги, я руководитель отдела религиозного образования и катехизации. Завершился период проведения родительских собраний по выбору модулей ОРКС. На это, согласно приказу Министерства образования, отводилось 2 месяца, март и апрель месяц. Есть уже итоги. Вот это они изображены на таблице.
Вот первая таблица, это у нас идет, мы их разбили по 2 епархиям, так как здесь показан выбор только по основам православной культуры. И вот Воркутинская и Усинская епархия, город Воркута, у них выбор сохранился на уровне прошлого года, 66%. Вот Усинск 8%, прошлому году они на 1% снизили, Инта добавила 11% и выбор составил 22%. Печора добавила 2% к прошлому году, их уровень 22%. Буктыл выбор снизился по ОПК на 11% и составляет всего 4%. Вот 7 всего из 156 учащихся, 7 учащихся будут изучать основу православной культуры. Также Ижемский, управление образования Ижемского района на 9% снизил все выбор и составил 17%. И Исцилимский, управление Исцилимского района, значит, добавили 3%. И выбор 29%. В целом по Воркутинской епархии выбор составит 31%. И уровень прошлого года по Воркутинской епархии добавился 1%. В прошлом году 30%. Но перейдем к Сыктывкарской епархии. Здесь город Сыктывкар, он формирует в основном уровень выбора, так как в городе Сыктывкаре 3184 учащихся. Если сравнить с Воркутой, в Воркуте всего 882. Сыктывкар 3184 учащихся. Выбор процентов 29%, и по уровню прошлого года управление образования города Сыктывкара добавился 1%. Вот Ухта минус 5%, 19%. Сосногорск добавил плюс 6%, выбор составил 37%. Управление образования Аркеровского района минус 10%. У них было в прошлом году 44%, в этом году 34%. Прилузский район, но они стабильно, у них очень высокий процент, один из самых высоких по Сыктывкарской епархии. И к прошлому году они добавили 3%, их выбор 61%. Управление образования Сысоевского района, у них значительный рост, 27% они добавили, и уровень 57%. Ну, надо сказать, что управление образования Сысоевского района ранее было методической площадкой по введению курса РЦ, и у них уровень выбора был 60%. Но потом, в последующие годы, когда работа методической площадки прекратила свою деятельность, выбор медленно снижался. В этом году мы подписали с управлением Сыктывкарской епархии, подписала соглашение с управлением образования Сысоевского района о сотрудничестве. Мы 2 раза встречались с управлением образования и с начальником управления образования. В общем, заместителем главы начальника управления образования. Вот. Усть-Куломский район плюс 3%, ну, выбор также всегда на высоком уровне 54%. Сыктывдинский район снизил 3%, 35%. Нижнепогорский район добавил 6%, 24%. Троицко-Печорск снизился на 2%, 24%. И Усть-Лунский район добавил 13%, выбор не составил 43%. Вот Ударский район. Значит, и в прошлом году у них выбор был 16% всего. В этом году еще снизился на 14%. Хотя мы туда направляли священника, мы думали, что, может быть, недостаточно подготовленные священники, те, которые работают в Ударском районе, из Ухты направляли священника на центральный. Но должного результата этого не дало, так как
часть собраний прошли раньше сроков установленных, в соответствии с графиком, которые были поданы в Министерство образования и Управление образования Удмуртского района. Вот. 4 учащихся из 202 человек, 4. Явно, что здесь мы видим, что здесь однозначно присутствует административный ресурс. Вот. Мы ведь из чего основываемся, что 86% детей крещены в православной вере в первые 2 года своей жизни. 86%. Вот. И когда мы видим вот такой вот выбор, да, 4 человека из 202 учащихся, но это говорит о том, что однозначно, что в управлении образования Удмуртского района ничего не меняется. Вот как 6 лет тому назад 100% изучала светскую этику, преподаватели были подготовлены по светской этике, и ничего не меняется. Преподаватели переподготовки не проходят для того, чтобы владеть знаниями и методикой преподавания основ православной этики. На координационный совет, который проходил Министерство образования, представитель управления образования Удмуртского района приглашался, но он не приехал, не мог пояснить. Мы хотели бы слышать их позицию. Хотя мы тоже управлению образования направлено соглашение от Сыктывкарской епархии о сотрудничестве. Мы готовы обеспечивать управление образования Удмуртского района учебниками школы. Вот. Ну, ждем каких-то встречных действий со стороны управления образования. Ну и вот управление образования Кайгородского района, там также уровень всегда был высокий. Ну, в этом году они немножко снизили на 9%, ну, так он составляет 60%. В принципе. Самый высокий? Нет, 61. Приморский. Да, Приморский. А в общем? Вот, что? В епархии в общем? 31%. Добавили 1%. Но я еще раз хочу сказать, что выбор формируется за счет школ города Сыктывкара. Вот 3184 учащихся. Вот. Поэтому какой выбор по Сыктывкару, в принципе, общий по епархии, значит, по Сыктывкарской епархии, он не меняется. Ну, 29% за счет высоких процентов Прилузского, Сысольского, Усть-Вымского, вот эти 2% плюс далее. Что хотел бы я сказать, что Сыктывкарская епархия, как и в прошлом году, будет обеспечивать школу учебниками по ОБК. И мы уже направили заявку издательства «Русское слово». Будет приобретено 250 учебников и 10 учебно-методических комплектов. Вот адрес этого издательства, куда обратиться, уважаемые коллеги, мы вам пошлем обязательно вот, со всеми документами. Ну и в завершение итоги выбора ОРЦ, я думаю, что будет обсуждаться на ближайшем заседании Координационного совета по ведению курса ОРЦ. И мы готовы внести свои предложения. Это такие я хочу сейчас озвучить. Дело в том, что мы в этом году ввели учет количества родителей, присутствующих на собрании. Если посмотреть те отчетные таблицы, которые присылает управление образования, то получается, что 100% родителей присутствуют на собраниях. Но это не так. Вот. Средний показатель присутствия родителей на собраниях – это 60%. В некоторых школах он даже и ниже, 40-50%. И мы обращались к директорам школ, чтобы те родители, которые не пришли на собрание, собрать повторно. Так, у нас 2 месяца, март и апрель. И мы будем настаивать на том, раз
в отчетных данных показывается, что 100% родителей пришло на собрание, тогда необходимо как-то этот уровень подтягивать к 100%. Но мы понимаем, что это невозможно сделать, но хотя бы первое собрание провести в марте месяце, и если на родители не пришли, вот, те родители, которые не пришли, их снова предупредить, ну и в апреле какая-то часть из них придет, и тогда мы будем уже видеть и пообщавшись с представителями религиозных организаций, я имею в виду это и организации ислама, значит, и буддистов, и иудаистов, значит, иудеев, да, у них есть возможность участвовать в собраниях, но в собраниях в основном участвуют представители Сыктывкарской епархии. И те родители, которые не присутствуют на собрании, они осуществляют выбор методом тыка. Вот. Ребенок приносит, ну уже почаще их ребенок приносит этот бюллетень, заявление выбора, вот, и они начинают смотреть, так, православная религия, мусульманская религия, буддийская религия, иудейская религия, мировые религии и в конце светская этика. Вот. Этикет пусть мой ребенок изучает. Вот. Поэтому это мы называем выбор методом тыка, когда родитель не получает информацию о конкретном каждом модуле, он осуществляет выбор по наитию. С работы вести необходимо, конечно, с родителями, абсолютно правильно вы говорите. Ну, учебниками мы обеспечим, мы и в прошлые годы обеспечивали учебниками. Я думаю, что я уже такое предложение высказывал на заседании Координационного совета о том, чтобы прекратить подготовку преподавателей модуля светской этики, так как они были еще в первые годы подготовлены. Этих преподавателей достаточно для того, чтобы... Вот. И каждая школа должна иметь, если у них есть преподаватель по светской этике, хотя бы 50% преподавателей должно быть подготовлено по основам православной культуры. Тогда значит, тот административное воздействие учителей, потому что каждый учитель не хочет терять свои часы, и когда родители после общего собрания идут в классы, там мнение родителей меняется кардинально. Спасибо за внимание и надеюсь на сотрудничество. Мы будем продолжать с вами работать и далее. И ну, это наша, конечно, мечта. Я уже вам сказал, что 86% детей крещены в православной вере в первые 2 года жизни. Это традиция семьи, семья живет в этой традиции, она празднует такие праздники, Рождество Христово, Пасха Господня, верное воскресенье, все освящают веточки веры, Светлое Христово воскресенье, Пасха, когда куличи и яйца красят. Дети живут в этой традиции, а мы пытаемся искоренить. Ну, не искоренить, а пропустить, не обратить внимания. Отец Владимир, мы вас тоже благодарим, как и отца Максима Стырова, за то, что вы такую огромную работу ведете по школам. Это очень большая работа, которую вы сделали по обобщению. И потом, конечно, за то, что вы оценили труд наших педагогов, уже как руководитель вот этого общества, мы вам очень за это благодарны. И мы с вами действительно будем сотрудничать, и сотрудничали, будем сотрудничать. Я высказал благодарность еще Наталье Евгеньевне, заместителю начальника управления города Сыктывкара. По нашей просьбе, в действительности, 2 раза собирали заместителей директоров школ, и мы имели возможность перед ними выступить. Да, и сама она вместе со мной посетила 2 школы и удостоверилась, значит, какой процент родителей приходит на родительские собрания. Вот.
Мы подписали соглашение с управлением образования города Сыктывкара и надеемся, что В каждой школе будет один класс православный. 50%. Ну, наверное, пора завершать уже. Мы, наверное, сегодня долго, да, понимаете? Так, мы завершаем, уважаемые коллеги, наше заседание. Ждем от вас ваших предложений к в решении нашего РМО, последнего заседания. Также предложений к плану работы. Вы получите от нас все материалы, с которыми сегодня познакомились, плюс еще и дополнительные материалы. И очень просим вас эти материалы передать другим педагогам, то есть всем. Всего вам доброго, до свидания.